Мгм. Добрый день, уважаемые родители. Мы рады вас приветствовать на нашем консультационном часе, который проводится в рамках работы Республиканского консультационного центра. Сегодня у нас будет тема посвящена требованию к ребенку, что такое требование и как требовать от ребенка. Приглашенный у нас специалист – это психолог замечательный Наумова Александра Сергеевна, психолог Центра социальной помощи семье и детям города Сыктывкара. Александра Сергеевна сначала коротко расскажет и введет в суть вопроса, а у вас, если появятся вопросы, то также задавайте их в прямом эфире, получается в чате. Александра Сергеевна будет обязательно отвечать на данные вопросы, как только сможет. Передаю слово Александре Сергеевне. Спасибо большое. Ну что ж, начнем. Сегодня в Сыктывкаре замечательная дождливая погода. Надеюсь, что у вас хорошее рабочее настроение. Начнем с того, что такое требование. Да? Требование – это правило или условия, которые обязательны для выполнения. Для чего вообще нужны требования к ребенку? Какие плюсы, да, и какие функции несет, когда родитель устанавливает требования для ребенка. Во-первых, это обеспечение безопасности ребенка, безопасности здоровья и жизни. Во-вторых, когда родитель устанавливает требования в семье, да, и требует от ребенка выполнения этих требований, то таким образом ребенок постепенно готовится к взрослой жизни. Потому что во взрослой самостоятельной жизни есть определенные нормы поведения, определенные правила жизни в социуме. Помимо этого, требования повышают авторитет родителя. Поясню, каким образом. Когда родитель требует и добивается того, чтобы ребенок выполнял это требование, то ребенок понимает, что слово родителя – закон. И если родитель сказал «нет», значит «нет». И таким образом ребенок научается слушаться родителей, да, и уважать их мнение. И требования формирует чувство уверенности и безопасности для ребенка. То есть ребенок себя чувствует безопасно. Он понимает в пространстве, в жизни, что можно, что нельзя. Есть две полярности, скажем так, требований. На одном плюсе, на одном конце чрезмерные требования, что они есть, как и для любой полярности, да, это не норма, это есть свои, причем практически нету плюсов, есть минусы. То есть на одной стороне чрезмерные требования, когда родитель практически все, например, запрещает ребенку или чрезмерно строг с ребенком, не позволяя ему проявлять самостоятельность, воображение, фантазию, отклоняться от каких-то правил. Тут у ребенка формируется чувство несамостоятельности, неуверенности в себе, в своих действиях. У ребенка отсутствует умение прогнозировать последствия своих действий. На другом полюсе это попустительство, когда по первому требованию, там, просьбе ребенка ему все разрешается, все дается, и таким образом ребенок начинает манипулировать, да, вседозволенность, но при этом у ребенка нет чувства уверенности и безопасности. То есть получается, что для ребенка вроде как можно все, но у ребенка нет опять же, нет ответственности, да, и чувства вот, когда ребенок понимает последствия своих действий. То есть ребенку все разрешили, да, и все последствия родитель обычно убирает сам. Золотая середина – это разумные требования для ребенка.
перейдем к тому, то есть немножко разобрали, что такое требования, для чего они нужны. Перейдем к тому, каким образом сделать требования разумными, эффективными и действенными. Во-первых, начнем с того, что требований должно быть мало. Зачастую, я уже на вебинарах проговаривала, зачастую очень много ребенок слышит указаний от родителя. Сделай то, убери это, помой руки, почисти зубы. Это могут быть и не требования, да, но это указания, что делать. Вот постараться снизить количество вот таких указаний и оставить требования, которые не должны быть обязательны для выполнения. Этими требованиями могут быть гигиена, чистка зубов, мыть руки после прогулки, там, до еды. Это могут быть требования убирать вещи за собой, убирать игрушки, например, перед сном. Это требование переходить за руку через дорогу. Вот минимальные требования оставить. То есть убрать, максимально убрать в течение дня количество вот этих требований. Требования должны быть четко сформулированы. Когда ребенок слышит аккуратно, осторожно, в любых действиях, да, ребенок идет по улице, там лужа, и мама, папа говорит аккуратно. Что значит аккуратно? Не всегда понятно ребенку. Здесь нужно четко обойди лужу. То есть требование должно быть конкретным. Еще другой пример, да, уберись в комнате. Родитель говорит, уберись в комнате, там ребенок 13 лет. Что значит уберись в комнате? Если это не проговорено раньше, да, что есть такое требование у родителя. Когда я говорю уберись в комнате, убраться, это значит убрать вещи на место, помыть полы, вытереть пол, пропылесосить. Да. Либо уберись в комнате, это просто убрать разбросанные вещи. Поэтому нужно все-таки четче формулировать, что значит убраться в комнате. Это убрать вещи на места, это убрать со стола, там после уроков, да, либо это на самом деле помыть пол, пропылесосить, вытереть пыль, разобрать все вещи по местам. Требования должны быть позитивно сформулированы. В идеале формулировать без частицы «не». Например, вместо «не кричи» говори «тише» или говори спокойным голосом. Вместо «не клади», «не кидай» положи в шкаф, положи на свое место. И еще позитивно сформулированы в плане эмоционально. Когда выдвигаются требования, они должны звучать спокойно, уверенно и без отрицательных эмоций. Требования должны быть сформулированы без вопросов. Например, вместо «почему бы тебе не убрать игрушки?» надо сформулировать так: убери игрушки на место. Или там, может быть, ты наконец-то уберешься? Убери, пожалуйста, за собой вещи. Про спокойные требования я проговорила. Требования должны быть соответственны возрасту ребенка. Надо понимать, что от ребенка в возрасте 3 лет нельзя ожидать и требовать, чтобы он идеально заправлял за собой постель и без напоминаний. Или требовать от ребенка 3-4 лет, чтобы он дал родителям поговорить о каком-то важном вопросе, да, причем поговорить достаточно долго, полчаса или час. Это нереально для ребенка. И опять же, с возрастом некоторые требования можно, скажем, уменьшать. Например, если ребенку в возрасте 5 лет можно ездить на велосипеде только в сопровождении взрослого, то ребенку 10 лет уже можно ездить без сопровождения взрослого, но во дворе. То есть здесь мы расширяем немножко возможности ребенка. С другой стороны, количество, скажем, требований к самостоятельности ребенка с возрастом, наоборот, возрастает. Если ребенок 3 лет не сможет помыть пол,
то ребенок 5 лет вполне сможет там подмести, да, или помочь протереть пол. В возрасте 10 лет ребенок уже спокойно умеет и может помыть пол сам. Требования должны быть выполнимыми. Что это значит? Если от ребенка требовать, что, например, нельзя есть сладкое, вредно для зубов и вообще нельзя есть сладкое, то есть в доме мы никогда не едим сладкое, ну, конфеты, например, да, сладкое может быть полезное, это там курага, чернослив, сухофрукты, да, или еще какие-то там фруктами заменять. То есть дома ребенок не будет, например, кушать конфеты, но в окружении и в рекламе, и в окружении, и в школах бывает принято в детских садах угощать конфетами, то есть вне дома ребенок будет это есть, то есть будет нарушать. Поэтому, то есть тогда нужно поставить другие ограничения. Да? Кушать сладкое можно тогда-то, или, например, кушать сладкое там в гостях или после, там, раз в день после обеда разрешается, то есть чтобы требования были выполнимыми. Дальше. Используйте, когда формулируете требования, используйте, скажем так, такие помощников. Используйте напоминания. Например, ребенок заигрался, да, но при этом там, с какой-то периодичностью, то есть вы регулярно требуете, чтобы ребенок там заканчивал игру в определенное время, да, и начинал собирать игрушки. Вы видите, что ребенок увлечен игрой. Для того, чтобы не было резкого протеста, и ребенок все-таки спокойно подошел к заканчиванию игры, напомните, Маша, там, если это возраст маленький, вот когда, например, прозвучит там сигнал, ставите секундомер, там будильник, вот, надо будет заканчивать игру и собирать игрушки. Если ребенок постарше, на часы ориентируется, смотри, там через 5-10 минут надо будет заканчивать игру и брать игрушки. Тогда ребенок уже будет предупрежден, да, и будет уже внутренне подготовлен к тому, что надо будет заканчивать игру и более спокойно подойдет к выполнению требований. Предлагайте альтернативу. Уже тоже когда-то проговаривала, если ребенку нельзя это, нельзя то, у ребенка вызывает протест. Предлагайте альтернативу. Например, сейчас нельзя шуметь в каком-то общественном месте, но ты можешь, или мы можем с тобой поиграть в игру. Давай шепотом, кто громче шепотом будет кричать. Или давай поиграем в игру, у нас болит горло, и мы с тобой разговариваем, как будто у нас болит горло шепотом. Вот. То есть альтернативу предлагайте. Важные условия, требования нужно доводить до конца. То есть если вы сказали, надо убрать игрушки, то значит надо проследить, чтобы ребенок там убрал игрушки, в зависимости, опять же, от возраста. С вами совместно, да, убрал часть игрушек, потому что он там по возрасту еще маленький, может только часть самостоятельно убрать. Либо если он постарше, значит, он должен убрать игрушки самостоятельно. И после выполнения требований, и не только после выполнения, в процессе для маленьких детей очень помогает хвалить за послушание, за выполнение, за то, что замечательно сложил, за то, что послушался, за то, что отлично с фантазией подошел к выполнению требования. Хочется еще рассказать, это чуть для более старших детей, начиная там лет с 7, о вариантах требований. Это договор. Договор – это соглашение между двумя сторонами. Особенность договора от требований, то есть если требование формулируется, когда помоешь посуду, тогда пойдешь гулять, то в договоре есть общая цель, в договоре участвуют две стороны, то есть усилия прикладывают две стороны. Родители или там между мамой и ребенком заключается договор, то есть мама прикладывает усилия и ребенок для достижения общей цели. И за невыполнение условий договора есть санкции для обеих сторон или поощрение для обеих сторон, опять же.
Да? Немножечко хочу привести пример договора, чтобы было более понятно. Вот. Договор можно заключать на выполнение домашних дел, там, на выполнение домашних там, уроков или каких-то дополнительных занятий у ребенка. Вот договор об уроках игры на флейте. Цель общая – выработать эффективную программу игры на флейте. Это и для родителя, и для ребенка. Определяется место, где это будет происходить. То есть место в гостиной. Определяется время. Например, 30 минут после школы или перед сном. Определяется срок. У любого договора есть срок. Тут в идеале срок делать небольшой. Например, 1 неделя. Определяются усилия обеих сторон. Мама слушает, помогает только тогда, когда ребенок просит об этом. Мама может попросить, напомнить о том, что нужно заниматься на флейте только 1 раз в день. Ребенок – это усилие для ребенка сейчас. Ребенок может согласиться или отказаться. Ребенок, при этом мама не должна настаивать или сердиться. Ребенок будет заниматься в течение 30 минут в день по определенным дням, когда договорились. То есть это могут быть 3 раза в неделю, или это может быть там, понедельник, вторник, среда, четверг и 3 дня выходных. И при несоблюдении, то есть санкции какие будут при несоблюдении условий договора для мамы. Мама не покупает себе, не знаю, новую помаду, да? Если не соблюдает условия договора. Если ребенок не соблюдает условия договора, значит, ребенок не идет с мамой в игровую комнату. Если соблюдаются условия договора, во-первых, поощрение будет какое? Значит, мама покупает себе новую помаду, а ребенок по истечении срока договора идет с мамой в игровую комнату. Вот вариант договора, который можно заключить с ребенком для того, чтобы научить его правилам, которые устанавливаются. Плюс, кроме этого, вырабатывается дисциплина, и общая цель все-таки – это ребенок учится играть на флейте, там, на любом другом музыкальном инструменте. Хочется еще сказать о том, что нормальные дети будут нарушать требования, то есть будьте к этому готовы, это нормально. Потому что ребенок будет проверять, а что будет, если я нарушу, а как это будет. Ребенок проверяет таким образом, в кавычках проверяет, да, родителя на то, насколько нужно уважать родителя, слушаться родителя, нужно ли. Вот. И ребенок проверяет свои силы в том или ином. В этом случае, когда вы требуете, нужно предусмотреть наказание. То есть, если ты не выполняешь, значит, будет наказание. Наказания могут быть 2 видов. Это лишение чего-либо, либо это дополнительный объем работы. То есть лишение там, просмотра мультика, прогулки, дополнительный объем работы, там, дополнительная помощь по дому, дополнительные уроки или дополнительные занятия. Для того, чтобы наказания были эффективны в совокупности с требованиями, они должны быть близкими. То есть ребенок, было требование, ты идешь гулять, но должен прийти там, в 8 вечера. Да, для ребенка, например, 12 лет, который уже понимает время, который может самостоятельно гулять. Ребенок, если ты задержишься, то на следующий день ты не пойдешь гулять. То есть это близкое наказание. И наказания должны быть в идеале согласованы с проступком. Да? То есть он в прогулке, да, в гулянии нарушил требования, и он лишается именно гуляния. Хотя
Наказания могут быть более действенными, когда ребенок лишается чего-то для него важного, интересного. Потому что если ребенок не очень-то любит гулять, ну вот сегодня он решил погулять, там заигрался, да, то для него не будет мотивирующим, что он на следующий день не пойдет гулять. Поэтому здесь все индивидуально. Здесь, может быть, его больше интересует просмотр любимого мультика, вечером он ежедневно просматривает там несколько серий подряд. Вот здесь может быть для него более действенным, что если ты опоздаешь, да, то тогда ты будешь меньше смотреть мультик, или ты лишен сегодня права просматривать этот мультик. И для него это будет более действенным. Наказания должны быть адекватными проступку. Ребенок нарушил правила, катаясь на велосипеде, выехал со двора. И родитель забирает велосипед, хотя ребенок любит велосипед, да, любит кататься, но вот тут нарушил правила, и вы лишаете ребенка на месяц велосипеда чрезмерно. День, два достаточно. Поясню. Во-первых, очень большой срок для детей – это, во-первых, нереально. А во-вторых, у ребенка должна быть ближайшая возможность для того, чтобы показать, что он может соблюдать требования. То есть, во-первых, это близко актуально, то есть это буквально вчера произошло, сегодня, да, я попереживала, я как ребенок попереживала, что у меня нет велосипеда, нет возможности, а завтра мне дают велосипед, и я могу показать, что да, мама, смотри, я сегодня приехал вовремя, а через месяц это уже будет и ребенку неинтересно, и забудется, и уже и вообще не хочу ваш велосипед. Наказания должны быть короткими, вот здесь же я уже проговорила, то есть должно быть коротко, день-два. И наказания должны быть осуществимыми. То есть когда вы в пылу проговариваете, что там, ребенок 4 года, ну не хочет ни в какую там истерику, убегает, играется, 4 года не хочет одеваться, вы торопитесь очень в поликлинику, на работу, там, в гости куда-то, и вы говорите, все, надоело, остаешься дома, я ухожу одна. Насколько это реально выполнить? Поэтому наказания должны быть осуществимыми. Насколько вы готовы то, что проговорили, а для того, чтобы ребенок вас уважал, вы должны проговорить и это сделать. Да? Если вы проговорили это и не сделали, ребенок понимает, ничего страшного, ну да, мама посердилась, но дальше можно бегать, поиграть, мама с усилиями все равно меня оденет и поведет нам в гости. Поэтому нужно продумывать осуществимые наказания. Давайте вопросы. Спасибо большое за отзывы. Пожалуйста, вопросы какие есть по требованиям, по наказаниям. Я понимаю, сегодня прекрасная погода, дождливая, очень тяжело, может быть, да, вклиниться в процесс. Тогда пока проговорю, может быть, вопросы созреют, напишут. В чате написана ссылка для того, чтобы вы могли принять участие в оценке качества полученных услуг в консультационном центре. Поэтому можете по этой ссылке пройти и оценить качество. Нам будет полезно. Тогда давайте еще немножечко резюмирую о том, о чем мы проговорили. Требования – это правила или условия, которые обязательны для выполнения. Да? Для того, чтобы требования были эффективными, они должны соответствовать возрасту, они должны быть разумными, они должны быть выполнимыми, четко сформулированными, позитивно сформулированными, без вопроса сформулированными, то есть утвердительно. Проговаривать требования необходимо спокойно. Можно использовать напоминания, можно использовать альтернативу, то есть это нельзя, это можно. Очень важно требования доводить до конца. Вариант требований, да, использования требований – это договор между родителем и ребенком.
при нарушении требований нужно продумать наказания. Наказания, чтобы были эффективными, должны быть близкими, должны быть адекватными проступку, должны быть короткими по времени, по сроку, да, и должны быть осуществимыми. То есть и ребенок должен это наказание, скажем, выдержать, и родитель, чтобы это наказание смог осуществить. Вот. И хочу еще раз напомнить, что хвалите ребенка, то есть поощряйте его. Дети хорошо идут на послушание, когда понимают, что родителю нравится. А родителю нравится, когда он это выражает, да? То есть он хвалит его за определенные поступки. И когда ребенок выполняет требования, похвалите его. Хвалите его за то, что он послушался, хвалите за то, что он начал, да, там, выполнять, пошел что-то делать. Вот. Ну и помните, что дети должны нарушать требования. И это нормально. Есть такой вопрос, когда начинать задавать требования? Появился вопрос, я так понимаю, когда начинать задавать требования, это с какого возраста, да, задавать требования. Ну и вообще по возрастным, то есть достаточно спорный вопрос, сейчас общую картину обрисую. С какого возраста, например, требовать от ребенка очистить зубы, да, или с какого возраста от ребенка требовать, чтобы он ходил в горшок или там одевал самостоятельно вещи, мыл посуду. Всегда берите в учет особенности темперамента ребенка, его физические, умственные, интеллектуальные возможности. Ну и, наверное, скорость усвоения каких-то навыков ребенка. Поэтому, например, можно встретить в интернете или в литературе примерную таблицу смотрите, по количеству детей, которые выполняют, то есть количество детей, максимально выполняющих в этом возрасте определенные требования. Требования изначально с помощью взрослого выполняются, а потом с напоминанием, да, с возрастом, и потом уже самостоятельно. Вот начинать требования, не скажу, что с рождения, да, но уже к году есть определенные требования от ребенка и к ребенку. При этом они начинаются даже по большей части с примера. То есть если мы утром встаем, да, высаживаемся на горшок писать утром, то есть это утром пошел, да, или утром также встали, сходили в туалет и почистить зубы вместе с родителем. И уже потом с возрастом это входит даже в правила, при этом с напоминанием, что нужно почистить. Пришли с улицы, помыть руки. Тут даже больше в этом возрасте, там, год, полтора, это больше там повел ребенка, помыли руки, там к 2 и к 2,5 это уже иди мыть руки, но при этом с помощью еще взрослого. То есть требования, они там, вот конкретный, да, возраст, конечно, не укажешь, но при этом вот постепенно там, требования ведь могут быть еще сформулированы, когда ребенок начинает там с прикормом, да, кушает. Прикорм первый, там он еще особо не понимает, но когда ребенок начинает уже понимать, когда берет еду и начинает кидать на пол, или игрушки, когда кидает на пол, вот этот процесс с игрушками ему пройти нужно, да, кидает на пол, там родители поднимают, ребенок кидает, то есть он так изучает физический мир. Это нормально. А вот с едой вы можете устанавливать правила, да, и, скажем, требовать. Тут будьте готовы, что ребенок не будет выполнять, но при этом проговаривать. Еду кидать нельзя. И каждый раз еду кидать нельзя. То есть вот это вот уже будет началом требований. Спасибо большое за вопрос. Может быть, еще что-то появится? Спасибо вам большое за вопросы, за отзывы. Еще раз напоминаю, есть ссылка, по которой вы можете принять участие в вопросе по оценке качества полученных услуг. Приятного дня!